Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова и коротко о главном. Прошла неделя, сегодня день всеобщего голосования. И опасаться этого не нужно. Это только придает внутреннее чувство сплоченности и понимания, и она вызывает будет такие подходы к верховной власти в стране. Каких изменений ждут те, кто уже проголосовал, знает Алия Хайрудинова. 3 в одном. Нанесли разметки, направление пути выхода, отхода. Особенности голосования в Салават-Купыре узнал Дмитрий Аренин. Сначала на выборы, а потом сразу к своему мосту. Все уже готово, все. Для краски, потом замена. Как этот день провел народный герой Николай Трофимов, расскажет Вероника Гайнудинова. Сначала в парк созданы своими руками, а потом сразу на участок. Как большие проекты объединяют людей, увидела Филюза Хамидуллина. Голосование и взаимопонимание. Вместе здесь работаем, на выборы также вот вместе очень хорошо сходили. Как свой голос по поправкам отдавал многонациональный народ Дрожжановского района, увидел и Рамиль Шайдуллин. Сегодня основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По всей республике в 8 утра открылись избирательные участки. В Татарстане их 2809. Сегодня в единый день голосования работают только стационарные участки. Также проголосовать можно на дому. На 15 часов дня, по данным государственной автоматизированной системы выборы, в Татарстане проголосовали 2 244 302 человека, что составляет 76,19%. За ходом голосования следят более 16,5 тысяч наблюдателей. Средняя явка по стране на 18:00 составила почти 63,5%, сообщает ЦИК. За поправки в Конституцию проголосовали 69,76% россиян. Сегодня проголосовал и Владимир Путин. Президент России традиционно посетил избирательный участок в здании Президиума Российской академии наук. Как и у всех избирателей, у президента проверили температуру. В кабинке для голосования президент провел меньше минуты, затем опустил бюллетень в урну. Как проходит общероссийское голосование? Как работают наблюдатели? Какие данные экзит-пулов? Сегодня об этом и не только весь день говорят в пресс-центре Центра избиркома. Здесь же будут озвучены и промежуточные цифры явки в республике. Сейчас там работает наш корреспондент Салават Мухаммадуллин. Салават, что говорят эксперты и есть ли новые цифры? Добрый вечер, Даяна. Мы продолжаем работу с информационного центра с минуты на минуту. Мы здесь ждем включения Александра Малькевича, члена Общественной палаты страны. Ну и вообще за весь день здесь выступил целый пул экспертов, политологов, общественников, представителей медицинского сообщества. И общее мнение: ход голосования спокойный, без происшествий, меры безопасности на высшем уровне. Ну вот для примера, в 15 часов, в 17:00 здесь выступил Антон Лукаш, который рассказал о работе наблюдателей, которых в республике 16,5 тысяч. Затем уже 18 часов здесь нам раскрыл так немного секреты подготовки внесения поправок в Конституцию член рабочей группы Евгений Султанов. Ну и вот буквально минут 10 назад здесь закончил свое выступление Кирилл Родин, который рассказал нам о результатах социологических исследований на тему общероссийского голосования. Давайте его послушаем. Наибольший интерес и наибольшее внимание вызывала поправка относительно возможности государством обеспечить доступность и качество медицинского обслуживания. Это был самый топ. Да, 95% нам говорило, что именно эта поправка для них важна. Также Кирилл Родин раскрыл нам так немного, можно, не сказать, что тайно, да, но интересную деталь, что 80% респондентов отметили, что меры безопасности во время голосования абсолютно достаточные. Но на этом еще не все. Меньше чем через 40 минут мы здесь ждем еще политологов Андрея Большакова и Андрея Тузикова, которые нам доложат о результатах экзит-пулов. Ну, это опрос населения после выхода из избирательного участка. Ну и затем, наверное, самое
самое важное. В 9 часов здесь выступит председатель Центра избиркома республики Андрей Кондратьев, который нам расскажет о первом промежуточном результате явки в республике. Так что, я думаю, мы еще будем на связи, Даяна, а пока передаю вам слово. Спасибо, Салават. Напомню, наши корреспонденты сегодня весь день работают в пресс-центре Центра избиркома республики. Голосуют все. С 8 утра и до 8 вечера участки открыты для избирателей. Заполнили бюллетени сегодня и государственный советник республики Минтимер Шаймиев, и руководитель аппарата президента Азгат Сафаров. Среди голосующих и депутаты, и артисты. Обо всем подробнее Олег Харудинова. Обязательно. В маске, перчатках и в хорошем настроении на свой избирательный участок пришел государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Кому? Стоять, да? Голосование по всем правилам безопасности. Ручку члены избирательной комиссии попросили госсоветника республики оставить у себя. Опасаться этого не нужно. Это только придает внутреннее чувство сплоченности и понимания, и она вызывает будет такие подходы к верховной власти страны. На этом же участке номер 1749 сегодня проголосовал и руководитель аппарата президента Азгат Сафаров. Среди тех, кто сделал свой выбор в единый день голосования, и сенатор Олег Морозов. Представитель республики в Совете Федерации был активным участником развернувшихся дебатов по внесению поправок в Конституцию. Сегодня в Москве сенатор прокомментировал свой выбор нашему корреспонденту. Ощущение участия в очень крупном, большом, важном событии. И не прийти было просто нельзя. Нужно было обязательно прийти и проголосовать. Тоже быстро и без колебаний проголосовал депутат Государственной Думы Ильдар Гильмуддинов. В Альметьевске опустил заполненный бюллетень в урну гендиректор Татнефти Наиль Маганов. Мы граждане Российской Федерации. Мы имеем отношение к нашей жизни, нашей страны. Все в наших руках. Только граждан. Супер. Заполнил бюллетень и выразил свое мнение на избирательном участке и Салават Фатхуддинов. Народный артист республики пришел проголосовать вместе с супругой. Мы должны ходить на выборы. Как выбирать, это его личное дело. Мы выбирать мы должны. Давайте мы вам температуру. Так, это что такое? Громко и звонко приветствует членов комиссии. На участок пришла и Венера Ганеева. Народная артистка России и Татарстана прекрасно помнит, как голосовала еще за Конституцию в 1993 году. Относительно специалистов, чтобы они работали для своей родины, чтобы не уезжали за границу. Мне это очень понравилось. Сегодня общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию. Как вы видите, все проходит в штатном режиме, никаких очередей. Всем, кто пришел на избирательный участок, обязательно измеряют температуру, предоставляют маски, перчатки и антисептики. Со своими перчатками и маской из Москвы в Казань прилетел проголосовать победитель конкурса «Лидеры России» Ильнар Гирфанов. А в здании КАИ свой голос отдал главный тренер волейбольного клуба «Зенит» Владимир Олекна. Дважды папа и уже дважды дедушка голосует за стабильное будущее. Их будущее совершенно не безразлично. В какой они стране будут жить и как они будут жить. Вы мне температуру смерти, друг я. Мы уже растерялись. Увидев Александра Сладковского, члены избиркома теряются. Сам же мэтр называет себя местным. В селе Ильинка Зеленодольского района он живет уже 3 года. Говорит, предварительно изучил все вносимые поправки. У меня нет, так сказать, других слов, другого выбора, и я всячески поддерживаю то, за что мы сегодня голосуем. В общероссийский день голосования на свой избирательный участок пришел и Андрей Кондратьев. Председатель ЦИК работу здесь начал с проверки мер безопасности. Огромное количество сотрудников МВД, силовых ведомств обеспечивают правопорядок, безопасность здесь избирателей. И, безусловно, Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения. Все сейчас в предельном напряжении. Вот таким разным и плодотворным получился этот день. Олег Харудинова, Дина Газалеева, Александр Ярошов, Вадим Илларионов, ТНВ. Напомним, что многие проголосовали уже в первые дни. Так, Рустам Минниханов отдал свой голос 25 июня. Президент голосовал на участке в здании КНИТУ КАИ. Практически все официальные лица проголосовали до единого дня голосования.
Необычно проходит голосование в Салават-Купере. Этот микрорайон Казани сейчас бурно разрастается. Многие жители приходят целыми семьями с детьми и на своем участке были впервые. Сами участки расположились в лицее с новой планировкой. Как проходит голосование, когда многое в новинку, увидел Дмитрий Аринин. Здравствуйте. Здравствуйте. Практически ни минуты покоя у волонтера, измеряющего температуру на входе. Сейчас в Салават-Купере живут более 20 тысяч человек. 3 избирательных участка расположились в одном лицее. Вход один и сразу перекресток, как в сказке. Прямо пойдешь один участок, налево пойдешь второй, а направо третий. Некоторые избиратели, как видите, стояли на распутье. Многие недавно переехали, куда идти еще не сориентировались. Ринат Нигматуллин сегодня проголосовал и провел экскурсию для дочки. Показать, в общем, она в первый класс пойдет в эту школу. Кристина Соломина тоже с ребенком. Малыш впервые увидел голосование и наш микрофон. Ему есть что сказать, видимо, да. Ребенок первый раз. Вообще все хорошо. К маске мы уже привыкли. Благодаря планировке лицея все участки расположились в больших холлах-рекреациях, где социальную дистанцию соблюдать легко. Нанесли разметки, направление пути выхода, отхода. У нас сквозные выходы есть. Всем избирателям выдают маски и перчатки, разнообразной защиты и у членов УИК. Кто-то использует обычные медицинские маски, кто-то респираторы использует. Там же ключевой момент, чтобы условно, наше дыхание, наша слюна вокруг не распространялась, и все. Сделали дело и гуляли смело. Многие после похода на голосование перемещались на детские и спортивные площадки, которых в Салават-Купере с каждым годом становится все больше. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Свой выбор сегодня делают и те, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом. Многие медики сегодня голосовали по месту жительства, либо там, где им удобнее, получив открепительное удостоверение. В целом на РКБ 2 избирательных участка. В общежитии могут голосовать врачи и те, кто прикреплен к этому участку. Для пациентов же голосование идет в закрытой зоне самой больницы. Сегодня здесь проголосовали уже 361 человек. Кроме того, для тяжело больных пациентов работает мобильная группа членов комиссии. Голосуют здесь и пациенты с коронавирусом. Для них создали красную зону. Пакеты с бюллетенями передают с соблюдением всех санитарных мер. Для меня это удобно. Я, в принципе, готов был голосовать уже с первого дня. И поправки, которые вносятся у нас в Конституции, меня это очень устраивает. Напомним, голосование по Конституции было 27 лет назад, в 1993 году. И мы нашли обладателя бюллетеней того года. Впрочем, в коллекции нашего героя 80 бланков с выборов различного уровня. Абдулла Дубин – обладатель самой большой и необычной коллекции. Филокартист собирает их уже 36 лет. Подробности у Натальи Мезиной. С тех пор я их начал собирать, тут и с Ельцином еще связаны. Кто-то собирает марки и монетки, а вот Абдулла Дубин коллекционирует избирательные бюллетени. Необычное хобби появилось в 1984 году. Тогда на голосовании Верховного Совета СССР свой выбор сделать не смог. Опустил бюллетень в карман и вышел с избирательного участка. Первый раз, конечно, как всегда, волнительно было. Потом как-то я вошел во вкус и стал рад. А потом я даже иногда уезжал во время выборов. Мне мои коллеги помогали. Потом он решил коллекционировать бюллетени. Периодически их покупает со всей России. В 90-е всего за 100 рублей. Цветные, черно-белые, на плотной бумаге со спецзнаками. Сейчас в уникальном собрании более 80 ценных бланков. А это тот самый раритетный документ по голосованию за принятие Конституции Российской Федерации. Тогда, 12 декабря 1993 года, в голосовании приняли участие более 58 миллионов граждан. В Татарстане число бюллетеней в ящиках достигло более 366 тысяч. Если сравнить с нынешним бюллетенем, бланк тогда был маленького формата. Всего А5. Простая плотная бумага, как и сейчас. В ней всего один вопрос. Принимаете Конституцию или нет? И также 2 варианта ответа. Продавать я не собираюсь, и когда я продам на обмен еще могу, но дело в том, что это старина, это память, это история. Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости. Новый экземпляр с голосования этого года уже пополнил коллекцию. Абдулла Дубин говорит, что когда-нибудь обязательно передаст ценное собрание в музей. Наталья Мезина, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Активно голосуют сегодня как в крупных городах, так и в глубинках. Как проходит главный день голосования в городах и районах Татарстана, в обзоре Светланы Звонаревой. Специальный
В Казани с раннего утра большой поток желающих проголосовать потянулся к 177-му лицею в Новосавиновском районе. Здесь расположили сразу 5 участков. Это более 2500 человек. Уверенность в себе, нашему государству, верю. Надежда есть большая, что будет у нас все хорошо. Я чувствую, что я тоже ответственна за выбор. Я сделала этот выбор. Я горда. Жители Нурлатского района 6 дней голосовали как на избирательных участках, так и в мобильных автобусах и шатрах. Сегодня приходили в стационарные участки. Кроме того, члены комиссии выезжали на дом. Прошли где-то мы 75 человек, наверное. Понимают все. Никто никак не возражает, потому что знает, что ситуация у нас в стране такая. Голосование в селе Чувашские Кишаки Буинского района больше напоминает праздник, нежели официальное мероприятие. Выразить свою волю местные жители пришли в национальных костюмах. Хочу, чтобы жизнь в селе улучшалась, развивались инфраструктура в селе, строились дороги, здравоохранение, чтобы люди работали, хотели приезжать в деревню. В Заинском районе с 25 июня работали 64 избирательных участка. 44 из них находятся в сельских поселениях. По традиции, в селах наибольшая явка в первой половине дня. Я знакомился с Конституцией, поправками и считаю, что она и нужна. В Мамадышском районе уже за 6 дней проголосовало 80% населения. В районе проживает 32 тысячи избирателей. Сегодня нашлись и те, кто воспользовался этим правом впервые. Я тоже хочу внести свою лепту в историю нашей страны, так сказать. И я беспокоюсь за свое будущее, за безопасность своего будущего. Потому что Конституция – это в первую очередь безопасность гражданина России. Светлана Звонарева, ТНВ, Татарстан. И строят вместе, и голосуют вместе. В селе Тихоновка Альметьевского района появился парк для односельчан. Его создал своими руками 70-летний Равкат Хазипов. Он всю свою жизнь проработал сварщиком и решил продолжить это дело и после выхода на пенсию. Его парк – это самая длинная площадка для скандинавской ходьбы, где собралась целая команда поклонников ЗОЖ. Всей командой сегодня и отправились голосовать. Здесь очень много клена росло. Мы 3 человека целый месяц чистили и навели порядок. Бурьян и куча мусора. Так вспоминает это место Равкат Хазипов. Теперь это парк здоровья. Новые турники, скамейки, дорожка для скандинавской ходьбы. В свои 70 лет сельчанин благоустроил все это своими руками. Идея возникла от того, что мы на поле гуляли раньше. Ветер, буран, снег, дождь, все. А вот в парке ветра нету. Зимой лыжи, летом скандинавская ходьба. Каждый день сюда приходят сотни жителей. И воздух в лесной роще намного чище, говорят они. Когда мы жили в Тихоновке, друг друга не знали. Когда начали сюда ходить, уже общаемся. Это место встречи наше. Я такой молодой, меня еще 82 только. А вот как начал ходить, уже 18 лет стало. Так Равкат Хазипов не только благоустроил территорию, но и поменял мышление и жизнь на селе. Ему помогали соседи. Аллея Равкатовы, аллея Анвара, Фарита. У каждой рощи теперь есть название. Зимой мы постоянно чистим, постоянно у нас лыжня тут. Летом, вот когда трава зарастает, мы траву косим. Это моя белочка. Пока родители занимаются спортом, дети рисуют. В этом году специально для них Равкат Хазипов посадил горох. Не ленятся, поливают, поле, цветы посадили. Равкат Хазипов сварщик со стажем, полвека проработал у нефтяников. Строить, пилить, сооружать у него в крови. Душевная радость. Вот люди не вечные. Вот я хочу оставить после себя вот что-то. Под это спасибо он сегодня идет и на участок голосовать. Говорит, надо оставить след в истории страны. Голосуют здесь дружно. Изменения в основной закон помогут сохранить природу и сделать мир вокруг лучше, уверены в Тихоновке. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район. Голосование не пропустил и народный герой Николай Трофимов, который в прошлом году заново собрал подвесной мост, сегодня на выборах, а после снова за работу. Какие планы у дяди Коли и кого он ищет, расскажет Вероника Ганудинова. Николая Трофимова сейчас знает вся республика. Дядя Коля, так его все зовут, настоящий народный герой. А мост, который он заново собрал в прошлом году, местная достопримечательность. Вот и сегодня дядя Коля с утра спешит на избирательный участок отдать голос. Обычно он все время проводит в мастерской, но выборы еще ни разу не пропустил. Народного героя узнает и здесь. Николай Васильевич, вы ходите в кабинку для голосования? Я его знаю очень много лет. Он работает по соседству. От нас здесь есть детский центр.
И он там всю жизнь работает с детьми, мастерит. Вот. И, в общем-то, несмотря на свою скромность, это очень известный у нас в поселке человек. Вот и сегодня с голосования сразу к своему мосту. Проверить, в каком он состоянии, что заменить и как его еще изменить. Дядя Коля не был здесь в прошлой осени. Сегодня решил, по такому поводу надо сходить. Правда, чтобы продолжить стройку, нужны помощники. Вот помощник был бы какой-нибудь. Мне нужно доставить сюда. Я уже не могу, понимаете, наверху работать. У меня голова кружится уже. И вот лестницу нужно... 6 есть, маленькая она, надо 8, чтобы туда забраться. У дяди Коли уже все готово. Говорит, краску купил, доски для замены все отшлифовал, бензопилу осталось починить. В планах у дяди Коли и благоустроить территорию вокруг моста. Скосить всю траву, убрать вот это упавшее в казанку дерево и спилить вот эту старую березу. Говорит, портит кадр. Дядя Коля знает толк в фотосессиях, радуется, когда видит здесь гуляющих. Я думаю, надо людей организовывать на то, чтобы приехали, собственно, и помогли здесь все это сделать, что мы сейчас и делаем. Поэтому... Будете помогать? Ну да, я только что звонил, вот про лестницу узнавал. Обменялись номерами телефонов и договорились о встрече уже в воскресенье. Дядя Коля рад, столько всего хорошего сделал за день. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Наша съемочная группа сегодня весь день работает в поселке Бирюли. Это небольшой населенный пункт, где живет всего 98 человек. И все они уже активно проголосовали. Один день из жизни села, которому может позавидовать даже город, представят наши корреспонденты Сергей Хайдаров и Айгуль Батрудинова. Коллеги, вам слово. Да, здравствуйте, коллеги. Что ж, как вы догадываетесь, мы по-прежнему находимся в Бирюлях. И здесь, в этой замечательной деревне, мы уже стали совсем свои, совсем деревенские. Как видите, вон Айгуль, она вовсю кормит курочек, занимается хозяйством. И вообще, надо сказать, что здесь, в селе, очень много работы. И я тоже отставать от Айгуль не собираюсь, потому что для меня тоже работенка нашлась. Нашел ее Фаритабы. Молодец, молодец. Вот, вот, молодец. Вот, слушайте, Фаритабы. Вот, опа, Фаритабы, молодец. вот опасная работа и тяжелая. Вот вам 82 года, как вы справляетесь с этим? Кирак булгаш жарабыз инде. Исправляемся, раз надо ведь колоть, надо такое ведь. Баню топить надо, печку топить надо, прачку топить надо. Вот, исправляемся, слава Богу. Мастер-класс покажите, Фаритабы, мастер-класс. Слава Богу, исправляемся. Ух ты! Ну, как вы понимаете, у Фаритабы мне еще учиться и учиться. А моя коллега Айгуль Батрудинова, как пчелка, трудится и уже поливает здесь вовсю цветы. Я еще клубнику собрала. Она еще, слышите, и клубнику собрала. Давай, показывай. Ух ты! Красота какая! Айгуль, вот скажи честно, как тебе жизнь на селе? Дұрысын гына айтканда, Сергей шәһәргә әйләнеп кайтасыздар килми. Шундый рәхәт монда авылда. Тик менә бу күчтәнәшләрне бит инде хезмәттәшләребезгә илтергә кирәктер. Айгуль говорит, что даже в город возвращаться не хочется. Жалко даже, что на работу нужно. И то вернуться можно только, чтобы порадовать вот такими вот гостинцами наших коллег. Поэтому, коллеги, вам слово. Спасибо, Айгуль и Сергей. Я напоминаю, наша съемочная группа целый день сегодня работает в Бирюлях. А их голоса на разных языках. На голосование сегодня пошли и в знаменитых в республике селах Алешкин и Татарский Саплык. Эти села Дрожжановского района известны тем, что здесь люди разных национальностей живут одной большой семьей. В подтверждение тому их мост дружбы, который 4 года назад соединил деревни. Вот и на голосование сегодня они идут по мосту дружбы. И это очень символично. В руках гармонь, в глазах огонь. Так, ранним утром Николай Кудряшов идет на голосование. Оно для него всегда праздник. Идет гармонист по тому самому мосту дружбы, который 4 года назад соединил их села Татарский и Алешкин Саплык. Теперь до соседей рукой подать. Соседи сегодня тоже идут на избирательный участок. Те, кто не успел отдать голос за неделю голосования. Как раньше, деревнями не идут на голосование. Мы растянули это на 7 дней. Почти больше 90% уже проголосовали. Ну, надеемся на 100%. Проголосовали в первый же день. Чтоб хорошо жилось,
Те же, кто уже сходил на волеизъявление, сегодня на общем субботнике. Косят, метут, убирают, как и каждые выходные. За свое село держимся как одна семья. И татары, и чуваши, и русские. По сути, единственное, что разделяет эти два села, это вот этот вот водоем. В остальном у них все общее. Общая культура, общие традиции, общие семьи и даже песни. Чувашская песня плавно перетекает в татарскую, татарская в русскую. Или на одном языке просят помочь, а на другом отвечают. Здесь так привыкли всю жизнь вместе. Здесь у нас могут быть и русские, и чуваши, и татары. Мы можем и по-татарски разговаривать, и по-чувашски разговаривать, и по-русски разговаривать. Вместе здесь работаем, на выборы также вот вместе очень хорошо сходили. Свои голоса, наконец, отдают и соседи Николай Кудряшов и Равия Валеева. Гармонь пока в сторону. Процедура серьезная. Я очень рада, что в Конституции есть поправки насчет детей. Так как я работаю воспитательницей, я очень рада этому. Все приглашают хорошим настроением. И я тоже поднялся, на хорошее настроение вышел. Дело сделано и пора по домам. В Татарский и Алешкин Саплык соседи возвращаются тоже по своему мосту. Когда-то он скрепил их села, сегодня помог сделать выбор в пользу будущего. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Дружановский район. И буквально через несколько минут в 22:00 голосование по поправкам в Конституцию завершается. Позади долгий день. Совсем скоро начнется подсчет голосов. Сейчас мой коллега Рамиль Галиуллин находится на избирательном участке в 122-й гимназии. Он с нами на прямой связи. Рамиль, как заканчивается голосование? Да, Даян, добрый вечер. Действительно, сейчас я нахожусь в 122-й гимназии. Здесь расположились сразу два избирательных участка, номер 166 и 167. И уже через несколько минут двери здесь закроются. Это будет означать, что голосование официально завершено и больше сюда никого не впустят. При этом отмечу, что последние избиратели покинули участки всего несколько минут назад. Ну и совсем скоро здесь начнется, так сказать, финишная прямая вот этого недельного избирательного марафона. На протяжении всех 7 дней все процедуры здесь проходили по всем санитарным требованиям. За порядком следили около 10 наблюдателей, и об итогах вот работы в таком необычном формате нам сейчас расскажет председатель одного из избирательных участков Ляля Галихина. Ляля Раисын, добрый вечер. Добрый вечер. С 25 июня наша комиссия занималась проведением досрочного голосования. Сегодня мы проводим основной день голосования, и наша комиссия отмечает очень высокую явку избирателей. Мы даже можем сказать, что люди и молодого, и пожилого, среднего возраста шли семьями, буквально как на праздник, на наш избирательный участок. Это говорит о том, что этот вопрос важен для всех. Ну, а что будет теперь после закрытия участка? После закрытия участка комиссия будет работать со списками избирателей, затем мы будем погашать неиспользованные бюллетени, а затем будем уже вскрывать сейф-пакеты, где хранятся бюллетени досрочного голосования, и уже перейдем потом к стационарным урнам, переносным ящикам, и уже затем будет результат, но это уже ночью. Спасибо большое. С нами была Ляля Галихина, председатель избирательного участка номер 166. Ну а напоследок я отмечу, что первые предварительные цифры будут известны в ближайшие несколько часов. О них расскажем уже в следующих выпусках новостей. На этом у меня все. Даяна. Спасибо, Рамиль. Я напоминаю, участки закрываются в 20:00. Мы продолжаем отслеживать события этого дня. К этому часу у нас все. Оставайтесь с нами. Мечты сбываются в гипермаркете «Унидом». Акция «Сковорода-гриль» всего 399 рублей. «Унидом». Вся посуда в нем. На родины 7D. От мух мухояр. Ну все, мухам кранты! Пленных не брать! Кра от мух! Добро пожаловать на День поля в Республике Татарстан. Со 2 по 4 июля уникальная для России агротехнологическая выставка полевого формата. Лаишевский район, село Большие Кабаны. Подробная информация на сайте деньполя.рт.рф.
Здравствуйте! О погоде поговорим через несколько секунд в студии Софии Егорова. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание, 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 77 77. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры в Казани от Акбарсдом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295 4 семерки и на сайте akbars-dom.ru. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево будет малооблачно, но не исключены дожди, и плюс 20 градусов днем. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге пройдут дожди, но температура повысится до плюс 22. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше такая же ситуация. Небольшие дожди и очень тепло. Плюс 20-21 градус. В Барске, Кукмаре и Балтаси вернулось жаркое лето, плюс 23. Однако с утра и до самого вечера будут идти дожди. В Болгаре, Дрожжаном и Буинске похожая ситуация. Дождливо, но несмотря на это температура станет еще выше. Днем до плюс 26. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки. И плюс 22-24 градуса. В лечебно-диагностическом центре «Эксперт Плюс» большой выбор медицинских услуг. Врачи, специалисты, УЗИ, анализы. До конца июля акция. Ночью скидка на МРТ 20%. Адрес Чистопольская, 5А. Запись по телефону 205 59 17. В лечебно-диагностическом центре «Эксперт Плюс» акция. На МРТ ночью скидка 20% до конца июля. Запись по телефону в Казани 205 59 17. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в Доктор Рост, убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани небо затянет дождевыми облаками. Ожидаются осадки. Ночью около 16 тепла, а днем потеплеет до плюс 26. Ветер юго-западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 753 мм ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Магнитное поле Земли спокойное. Большой выбор садовых цветов в ДК «Химиков». 1 и 2 июля 2020 года с 10 до 18 часов.